Согласно законодательству, собственникам жилья полагаться надо только на собственные силы, то есть на кошельки. Так, например, ремонт крыши в деревянном многоквартирном доме постройки 70-х годов обойдется жильцам в 3 миллиона рублей. И если жители частных домов всегда любой ремонт делают за свои деньги, то в многоквартирных домах вопрос с ремонтом стоит гораздо сложнее. Из Ленска передает наша коллега Елена Парыгина. В деревянные двухэтажки постройки второй половины прошлого века страшно заходить. В подъездах и квартирах поведены стены и полы. При этом при любых осадках полусгнившие крыши текут. В микрорайоне «Разведчик» таких домов 70-80% от всего жилфонда. Крыша у нас очень проблемная, потому что крыши уже вот дома, это по 30 лет, по 35 лет есть, по 27 лет есть дома. Ну, действительно, никто ничего не делал. Ну, до этого времени, да. Сейчас она, видите, свойства свои потерял. Шифер сейчас не продается, и смысл его нету. 18 дом, когда делали, у нас, получается, там в район помог, потому что он действительно аварийно падал она. Район основной деньги, и муниципал город Ленский сумму вложил. Получается почти 2 миллиона. 2 миллиона. Где взять 2 миллиона? Вот, я не знаю, как это, ну, действительно, это проблема. Но это было год-два назад, но сегодня, по словам директора управляющей компании, эта сумма уже приближается к 3 миллионам. Быть может, поэтому на общедомовые собрания люди выходят неохотно. Посчитаем. В доме 16 квартир, делим 3 миллиона на 16, и получается, что каждая семья должна выложить 187 500 рублей. Да пусть уж лучше льет с потолка, так рассуждает большинство. Но если рассуждать логически, получается, что тратить 3 миллиона на ремонт крыши глупо, если фундамент дома держится на честном слове. А не легче дом построить новый? Вот, а дом-то кто будет? Вот сейчас любой дом скрывай, заваленкой, у него 5-6 венцы сгниты. Это закон сделал. Если на это дом больше в процентном отношении собственники, все, они отвечают все. Полностью. Ситуация только усугубляется, годы берут свое. Виды свои. А сейчас получается, смотрите, везде антенна, везде. Она же шевелится, она же ломает. Даже человека я, вот так смешно, худых нахожу, чтобы они залезли туда. Заявка же, как дождь, везде заявка, потому что солнце, дождь, и она трескается. Худых людей? Да. Вот, вы знаете, вот я таких людей, чтобы они не ломали. Вот верите, нет? Да на самом деле не смешно. Видимо, скоро всем разведчикам придется сесть на строгую диету, иначе не выдержат половые настилы. А пока остается жить, молиться и беречь.